ребята. Ну что, второй день. Как и обещал, друзья, я вышел на обкатку. Вчера особо не получилось покататься. Так, немножко дал возле деревни. Кучу эмоций. И вот сегодня хорошая погода. Но обещает дождь, кстати. Местами, кстати, смотрите, ребят, еще лежит снег. Выскочил потестировать, посмотреть вообще, как она в поворотах. Немножко уже понаглеть, уже немножко подвигать ее. Короче, ну и показать, в общем вам. Заскочил на лесную речку такую небольшую. Ну, одна из 3 рек моего района. Очень много грязи, друзья. Она такая мутная. Даже когда залетал в устье, получается, Сысово намного чище, чем вот эта река. Прям тут такой шоколад вытекает, а Сысово намного чище. Думал начинать уже сезон рыбалки по налиму, друзья. Ну, здесь, в принципе, берега позволяют, но оно очень грязно, мутное. Такая трава плывет, всякое разное. В общем, скорее всего, наверное, начнем вот именно с Сысова. Вчера особо бензина не было, там сливал остатки с мотособак. А в концове сегодня заправился. Все, вот. Решил чисто вот так покататься, друзья, потестировать. Ну и, в общем, немножко затестим скорость. Покажу небольшой обзор. Что-то как-то так. Сейчас найдем какое-нибудь место, друзья, где припаркуюсь и немножко сделаем обзорчик. Покажу, расскажу точнее, вкратце об этой лодке. Что-то как и почему. Сейчас все-таки поднимусь, друзья, до одного обрывчика здесь. Я обычно здесь начинаю, потому что обычно эта река уже более-менее, а вот Сысово как раз полноводная. А сейчас как-то все по-другому. Сысово так сильно упало, что просто я прям в шоке, друзья. Апрель месяц. Ну вот видно, вот такие кучи травы плывет, видите, ребята, местами даже лед. Сейчас буквально здесь перекатик и будут обрывы. Да, без бутылок тоже никак. Впереди большое село, вверх по течению. Соответственно, бутылочки есть. Ну вот эти обрывы, которые мне интересны. Вот удочки поднялись. Большая струя, нормально лодка держит. Отлично. Ну вот эти обрывы, которые мне были интересны. Обрыв уже в математике, друзья, смотрите. Ну да, в целом здесь можно рыбачить. Обычно вообще прямо вот с этих обрывов домки кидаем. А тут, друзья, смотрите, какая прелесть. По воде. В этом году труба что творится, воды нету. Да. Ладно, сейчас сюда заскочим. Опачки. Дома. Заскочил, ребята, здесь такое место. Утки. На днях откроется охота. Начнется канонада в деревне. Бывшая или нынешняя, ребят, непонятно. В общем, привезли, хотели сделать здесь мост. Сезон простояла, растащила понтоны. Так, короче, и забросили. Немножко здесь сухо. Но снег еще на полях местами есть, ребята. А в лесу еще порядком очень много снега. В этом сезоне прям что-то прям невероятное какое-то. Просто я за свою рыболовную карьеру, так скажем, такого не наблюдал, ребят, вообще ни разу в жизни, чтобы вот
в конце апреля вот было вот так. Жесть. На берегу, ребят, так прикольно уже поют весенние птицы. Все как-то в этом сезоне все быстро, и надо уже успевать уезжать на рыбалку, мне кажется. Вот сегодня по катушке, а на днях, скорее всего, ребят, попрем за налимом, доночки и все прочее. Ну а пока, ребят, встречайте. Роджер 400 в таком цвете, ребят, ПНД. Интересная лодка. На многих даже незнакомо, непонятно. И даже у меня в деревне я еще не видел таких лодок. У нас, в принципе, ПВХ и старые казанки еще остались от дедов. В общем, у нас вот весь такой флот стоит. А здесь, ребят, что-то новенького. Я тоже немножко сомневался. Было какое-то недопонимание. Но, в принципе, когда с Николаевичем прошли 300 километров на водомете, на его комплекте, я ПНД немножко понял. И борзая лодка, очень уверенная, крепкая. Через баланы прыгали. Блин, великолепно. Понятно, что на баланах я тут прыгать не собираюсь. В целом мне нужна была длина, грузоподъемность. Смотрите, сколько места, ребята. И плюс уже давно задумался, так как я живу в деревне, и у меня техника стоит всегда на базе, на воде. В общем, я не собираю ее, не увожу домой, потом там привожу ее домой. И мне с ПВХ, вот, точнее, было неудобно, потому что я оставлял ее, солнце бывает очень жарко и так далее. Там понятно, что воздух, ну, нагревается, расширяется. Бывало, что спускало даже лодку, подкачивал. Но здесь уже с этим проблем не будет. 380, ребята, килограмм грузоподъемности этой лодки. В принципе, вообще за глаза. Четырехместная, 4 человека можно на ней спокойно перемещаться. 1,5 ширина. Все сделано, ребят, добротно, качественно. Все швы залиты прям как будто вручную. Но они так и делают, ребята, там делают все вручную. Каждый миллиметр прошивают, все смотрят. 8-речные борта, ребята, также и дно. Транец уже, ребята, 3 сантиметра. Вот такие мощные сидушки, которые регулируются по полозьям. Прикольная. Дно, ну и как фиш-портфоном, ребят, потому что вот все сделано так, а вот здесь именно такая большая площадь, где можно стоять. Просто можно ставить стулья, наверное, стол там, сидеть, спокойно рыбачить. Ну, здесь мы сделаем красиво коврик, чтобы не было вот такой грязи, как вчера я походил. Ну, понятно, берега, ребят, грязные, нигде не залезть. Вот такие весла уключены. Кто смотрел в первую часть, когда я привез ее, я немножко показывал, как собирал. А так, в целом, вот сегодня хочу чисто покататься. Немножко уже поборзеть, зайти в повороты на глиссере, потому что плоскодоночка, ребята, уже не та система, как на ПВХ, допустим, знаете, вот как будто сейчас ты резко поворачиваешь, тебе как будто перевернет. Здесь такого нет, она вот именно идет немножко вот так, проскальзывая. В целом, за вчера, за сегодня, ребята, очень все нравится. Понятно, что сейчас особо ничего не могу вам сказать. Сегодня замерим скорость, немножко посмотрю места. И на днях буду выскальзывать. Прям в конкретном обзоре, ребята, ничего так не скажу. Лодка не принадлежит регистрации. В общем, на этом моторе, на этой лодке я могу, ребят, спокойно, без прав передвигаться. И чисто одевая жилет, все четко, все классно. Небольшой рундук здесь, ну, я уже показывал, но в целом здесь можно что-то сохранить, там масла, запчасти какие-то. А так... Борзо, ребята. Очень борзо, очень прям как-то непривычно с ПВХ. Нет вот этого подъема. Такого, знаете, когда газуешь, лодку задирает, потом набираешь, и потом ее ложит на глиссер, только тогда ты скачешь. Тут такого нету. Все спокойненько, все равномерно. Также и когда сбрасываешь скорость, нет такого, что тебе задирает. В целом бак, вот я как задумывал, угружать нос. Обычно я угружал, здесь как будто бы этого не нужно. Очень здорово, ребят, круто. На самом деле, другие эмоции. И, блин, по скорости прям чувствую, что она прям ползет. Ну, 40 она ползет 100%. Так что сегодня замеримся. Местами, конечно, идут и коряшки, и льдинки. Надо в аккурат. Особо так не гонять еще. Ну, обзор, ребята, есть обзор. Так что давайте прокатимся, замерим скорость. Выскочим на Сысолу, покатаемся там. В общем, сегодня по катушке. Я чисто для себя хочу понять,
как эта лодка ведет себя, что от нее ожидать, допустим, в будущем. Ну, естественно, потом уже с вещами, с пассажиром, все так же потихоньку с рыбалками буду замерять скорость и, в общем, поймем. Ну, мне кажется, хватает 3-4 раза прокатиться и уже немножко есть понимание. Ну, а так здорово, очень здорово, ребята, все круто. Что, погнали? Погнали, замерим скорость. Мне кажется, 40, ребята, 40 пойдем. Чуть-чуть дал газику, все, его выровнял и пошла. Примерно вот по такой скорости я буду передвигаться. Мне, в принципе, больше не надо. Особенно летом, когда у нас очень мелко, много коряк. Сейчас где-то примерно 25-27 километров, 30 она шагает. Это где-то в полгаза, чуть меньше. Но опять же, сами понимаете, когда ломишь кушетку, ну там она добавляется, но не особо много. Что понравилось, ребята, что транец уже готовый, под стандартный двигатель, и ничего не надо добавлять, там поднимать, что-то выдумывать. Пам-пам-пам. Просто нацепил мотор и погнал. 4 чирочка. Смотрю, ребят, по поводу разворотов. Ну, как обычно лодка, что, ее спокойно можно развернуть на пятачке. То есть на каком-то небольшом ручье можно развернуться. Спокойненько. Также по поводу волны, ребят, волна, понятно, небольшая. Ну, нормально, спокойно, ничего там такого прям верткого, как бы многие говорили, что плоскодонка, Андрюха, аккуратно. Все держит. Нормально. Вот смотрите, ребята, захожу сейчас, получается, на Сысову. Вот кофе с молоком. А здесь уже все. Здесь уже вода почище, ребята, намного даже. Небольшая рябь. Сейчас посмотрим, как будет немножко потряхивать. Даже не чувствует ни хрена. Ребят, здесь тоже можно пробовать.
по налиму. Даже такие спуски вот есть летние, которые можно спуститься и доночку ставить спокойно. Да. Здесь крутит, донки недалеко кидать можно. Но самое неприятное, ребят, что земля еще промерзшая. Червей еще не найти. Итак, ребят, что я не знаю, наверное, не будет видно. Скачал я такой спидометр. Будет видно, не будет. Давай, грузись, что ты. В общем, вот специально, ребят, чтобы такие большие цифры, я вам начало. В общем, у нас будет средняя скорость, максимальная скорость и расстояние. Ну что, попробуем, ребята. Двадцать три. 29, 34, 36, 37, 40, 41, 42. 42, ребята, идем пока. 43. Остановить. Ветерок, ребят, еще немножко страшновато, надо смотреть. В общем, максимально, ребят, 43 получилось. Средняя 32. И прошли мы 730 метров. Я говорю, 40-ник, ребята, она пойдет. 40 километров в час. Мне кажется, ребят, хороший результат. На пятнашке. Пушка. Вообще пушка. Но мне кажется, можно больше. Есть еще немножко там гари, но мне кажется, толку не будет. Круто. Круто. Yeah.
that pull me off the ground now. This love's been a long time coming. My breath stops but my heart keeps running. Ну, ребята, просто прелесть. Вообще, под мои условия, мне кажется, вообще комплект просто крутой. Просто крутой, ребята. Блин, заскочил, кстати, это очередная речка, ребят. Я уже 3 реки посетил. В общем, катаюсь. Ну, показывать по катушке, наверное, никому не интересно. Так что я еще часик побарахлю, покатаюсь. Немножко потестирую. Сейчас зайду там еще в одно место. Короче, так для себя немножко смотрю. Ну и скоро рыбалка, ребята. Скоро начинаем. Мне кажется, все возможно. Надо пробовать. Небольшой бонус, ребята, кто досмотрел до конца. Поддержите, ребята, сибирячков, моих друзей, семейную пару. Снимает вот такие фильмы. Небольшую рекламку, ребята, оставлю. Ссылочку внизу. В закрепленном комментарии. Переходите, ребята. Ребята стараются. Очень круто. Так что передавайте привет, ребят. Ну и увидимся. Увидимся уже на жидкой воде, на рыбалке по Налиму 2023. Все, ребята. Всем доброго, здоровья, крепкого. Пока. Увидимся. Ух ты, ё-моё! Ребята, смотрите, ну нам бы вытащить, а! Вот это да! Поменяли место, ребяточки, и не зря. Вот это Карасевич, вот это поклевка у нас с утра. Смотрите, что он делает. Ну это занавес сезона, это точно. Вообще, один больше другого. Ну, как обычно. Вот мой кулак, вот его голова. Ой-ой-ой-ой, вот так вот только за хвост держать надо. Класс. Вот такой вот карась. Такая красота. Первый в этом году по летней воде. Зимой там мы ловили. Как вы считаете, довольны ли мы рыбалкой? Конечно, мы довольны рыбалкой. Налим и лещ. Так не бывает. Ну, я не знаю. Для такой погоды, для таких метаморфозов. Вау, вот это щукарь! Вот это щукенция! У него голова больше, чем моя рука. Не могу я его взвешать. Вот он, посмотрите, какой. Вот они. Всем пока и отличных уловов!